Расскажите, пожалуйста, какие сейчас задачи выполняет ваше подразделение, на каких участках контролируете вы? Наши задачи всегда были одни — нести победу. Поэтому на рубежах Донецка стоим, Байкал море 20, Балу на выезд. где-то обороняем, где-то двигаемся вперед. Поэтому задача одинаковая у всех — пронести победу. А скажите, а примерно какой возрастной состав бойцов нашите? 18 плюс. М. Там ограничения у нас сказать, что есть, не скажем, потому что у нас есть и возрастные бойцы, и там 72 года. Ну, конечно, ядро подразделения — это молодежь. Она вообще на войне всегда дело молодых. Это Как вы видите, какую тактику они используют, что они планируют? Война же как шахматы, что вы от них ожидаете? подлость, ничего другого. Они продемонстрировали, что все те, которые думали о том, что можно как-то договориться по миру или еще что-то, их всех убрали. Привели тех, кто ненавидит русский мир. Вот и все. Мгм. Говорят, мы знаем, что по Херсону прилетит там, определенные калибры, и поэтому мы предупреждаем, что эта зона будет обстреливаться, чтобы они эвакуировались. Это заблаговременно делается, потому что противник будет туда бросать силы. Это не означает, что мы собираемся что-то ставить. Это просто означает, что от артобстрела их убрать. Мгм. Потому что они по нам не стреляют, они стреляют по мирнику. Тому, кому в окопе, он привык, что не по нему стреляют. А вот кто в заведении, на рынке или еще что-то, он к этому не привык. Это наши семьи, это наши соседи. И поэтому они пытаются им поднагадить. А в батальон Пятнашка приходят мобилизованные, или это не распространяется, тут только добровольцы? У нас добровольцы, но смысл мне брать какого-то мобилизованного, еще что-то. Может, будет время, когда у нас будет очень много места, и мы сможем свой дух, но когда мы ограничены, потому что мы для себя понимаем, я же не офицер, который к этому через учебу шел, еще что-то. Я полевой командир, поэтому есть определенное количество людей, которых я могу контролировать. Дальше мои силы, если получится так, что вырастут те достойные замы, которые им смогут помогать, тогда мы расширим штат и наберем еще больше людей. А пока мы в ограниченном формате, и у нас даже больше людей, чем мы можем контролировать. Поэтому у нас так, резервы мы имеем. И брать мобиков пока нету нужды, нету чего. Ну вот так, как опытный командир, вы много работаете с личным составом. Что вы могли бы посоветовать людям, вот, которые сейчас по мобилизации в России, вот они попадают на передовую, как правило, для них это удар, они не знают, что делать. Не ныть. Не ныть? Ты идешь защищать Родину. И рассказываешь, что вот у меня всего лишь 4 магазина. Слушай, есть саперная лопатка, иди добудь себе у противника всего, чего тебе не хватает. А стоять полностью вооруженный, иметь аж 4 магазина, потому что я сюда в 2014 году пришел, я имел всего лишь 3 патрона. И то, который возвращаясь с позиции, я отдавал. Поэтому сегодня, когда ты вооружен до зубов и рассказываешь, что тебе чего-то не хватает, это крайне глупо. Но если ты стоишь на поверхности, у снаряда зона поражения 300 метров, то ты должен для себя понять, что ты должен себе выкопать укрытие. Если сосед ленивый, и ему выкопать, и помочь ему, потому что его жизнь тоже ценна. А сидеть, считать, что я здесь постою там 2 недели и уйду, так, дружище, после тебя же кто-то туда придет. Его жизнь, ты тоже за это отвечаешь. Поэтому не лениться, включить голову, что безопасность своя в первую очередь, из твоего окружения. Поэтому ты должен сдавать готовые позиции. Они говорят, что я сегодня меняюсь. Даже если ты там на час стоишь, укрепляй их, усиливай их. Это жизнь твоя и твоего товарища. Поэтому включить голову, что надо самому о себе позаботиться. Надо выкопать, а не ждать, пока такая гордая птица, что тебя пнут, а потом ты полетишь. Нет. Часто наши либеральные товарищи говорят о том, что
раз мы все еще не захватили всю Украину, значит, у наших солдат не хватает мотивации. Что вы на это можете сказать? Ругаться можно? Так, чтобы можно было вырезать, а все было понятно. Объясним так, этим либера и так далее, хочу просто сказать одно. Население Российской Федерации 150 миллионов. Армия у нее одна из самых мощных в мире. Но по нашему же законодательству в спецоперациях могут принимать только профессионалы, то бишь контрактники. То бишь их всего лишь 50 тысяч человек. Воюем мы или проводим спецоперацию, как наша контрактная армия, против регулярной армии Украины, самой большой в Европе по численности, по опыту, потому что 8 лет они в войне. Их было до начала конфликта 300 тысяч. Если по всей математике наступая, нас должно было быть почти 2 миллиона человек. А нас вместе с Донецком, Луганском добровольческими подразделениями было менее 100 тысяч. Тех, кто наступает. Численность армии, это не значит, что все. Там есть и водители, там есть и охранение, там много кто есть. Поэтому это количество людей пошло в наступление. В Великую Отечественную войну до 100 тысяч человек могли потерять себе позволить, потому что воевала вся нация. Мы воюем нашими спецотрядами и ополченцами против регулярной армии, который один народ. Не собранный, ничего. Это один народ, одной армии. И мы еще наступаем.